новый чеснок или новый красава? Старый Вася. Понял. Ну, в первом тайме мы уже должны были решить вопрос, но, как видите, в конце мы забили. Мы должны еще раньше были забить. Все красоту женского футбола. Да-да, именно красоту. Ведь именно женщина – это наша красота. В женском футболе деньги, то они появились в минских командах. Естественно, они просто, им не надо играть, они могут за эти деньги просто купить игроков, купить чемпионство, купить первое, второе место. Наверное. И туда, где-нибудь в мужскую команду. Тогда точно Вершина бы осталась в высшей лиге. Ну что, ребят, всем привет! С вами Вася Пешеход. И мы отправляемся в новое путешествие по старому маршруту. И это путешествие будет очень веселое и необычное. Все самое интересное впереди. Не забывайте подписаться уже, да, красавцы, лайк и колокольчик, не забудьте. Погнали! Здравствуйте. Это просто до Баранович на сегодня на 18:25, по-моему. И потом сразу же до Минска. Я добрался до места, где сегодня состоится очень интересный матч среди команд. Нет, не мужских, женской, где сегодня состоится битва Давида и Голиафа. Чемпиона страны, самый титулованный клуб Бобруйчанка. Более 11 чемпионств за всю историю. Конечно же, очень большое количество кубков, но не об этом. И вторая команда Брестский СОР. Я приехал сюда, чтобы снять весь бэкстейдж, показать вам всю красоту женского футбола. Да-да, именно красоту. Ведь именно женщина – это наша красота. Конечно же, против них сегодня сыграет очень молодая, амбициозная команда, не забивающая в этом сезоне еще ни одного мяча, проигравшая все игры. Так, ребят, я сейчас на стадионе имени Прокопенко. И до футбола осталось до старта свистка буквально полчаса. Команда Бобруйчанка уже на разминке, как видите, да. И, конечно же, дождь, да, ребят. Снова дядя Вася будет мокрый. Ну, ничего страшного, не сахарный, не растаем. Ждем нашу брестскую дружину. И ждем, конечно же, как минимум один гол, как максимум победа. Первая победа и, конечно же, интригу в сегодняшней игре. Игра еще не началась, а уже ливень, да. Надеюсь, игру как минимум чуть-чуть отложат. И сегодня будут сухие трусы и, конечно, сухая голова. Федор, здравствуйте еще раз. Меня зовут Василий, как вы познакомились, да? Расскажите, пожалуйста, как вообще проходит женский футбол вообще в Беларуси? Какой он именно в Бобруйске? Что случилось с той самой легендарной чемпионской командой, которая, скажем так, не единственная за всю историю белорусского футбола? 12 чемпионств, и столько наград, и золотые, серебряные медали. По проведению чемпионата, женский... Можно прогуляться? Женский чемпионат Беларуси, я думаю, что довольно на достойном уровне. Но единственное, конечно, недостаток, что у нас разное финансирование, то есть мы играем в одной лиге, но у нас есть команды, это в основном Минск, Динамо, у которых сумасшедшее финансирование. И есть команды, у которых так, как бы, достаточно для того, чтобы команда существовала и могла играть. Поэтому у нас получается большая разница в классе. Если эти команды внизу, и которые финансово неустойчивые или слабо финансируются, они при подготовке своих игроков, как только начинают играть, эти команды, которые обладают финансами, они этих игроков забирают.
То есть у нас уже заранее готовлена роль лидеров и роль аутсайдеров. И все это зависит от того, какое финансирование. Но еще раз говорю, что у нас первые и нижние команды, разница финансирования ну просто огромная. Я понял. То, что две команды, было такие года, что мы играли в высшей лиге и мужская, и женская, и оба были чемпионами, обладателями кубком. По-моему, это 2000 год, когда Бобручанка и Белшина выиграли все титулы Беларуси, которые есть. Одновременно, да, и Суперкубок, Кубок Беларуси. Да, все выиграли. Белшина стала чемпионом, обладателем кубка, и Бобручанка стала чемпионом, обладателем И кубка. в 10 или в 11 раз подряд, не считая 93-го года, да? Ну, мы 12 раз чемпионы, 10 раз обладатели кубка, раза чемпионы в пляжном. Но дело в том, что команда она не то что пропала, почему вот мы играем и испытывая трудности финансовые, но любыми путями я стараюсь сохранить команду, чтобы она выступала в чемпионате. А почему мы перестали быть чемпионами? Потому что я объясню, когда появились в женском футболе деньги, то они появились в минских командах. Естественно, они просто, им не надо играть, они могут за эти деньги просто купить игроков, купить чемпионство, купить первое, второе место. А когда, ну, мое какое, допустим, предложение в данной ситуации, мне понравились слова тренера Смолевич, да, когда вот он уходил. Когда перед тем, как хлопнуть дверью. Да, он сказал, говорит, у нас как бы страна социалистическая, а финансирование почему-то распределяют по-капиталистически. То есть вот эти деньги, которые идут на женский футбол, чтобы была конкуренция, чтобы было везде, допустим, мы относимся к вот НХЛ, да, там стараются, чтобы была конкуренция, чтобы зрители приходили на стадион. А какой интерес зрителям, если одна команда, другая выигрывает там 12-15 голов, так или нет? Да, на сегодняшний день именно так. Но у нас почему-то надо, чтобы... Ну что, ребят, итак, игра началась на табло 46 секунда. Конечно же, по нулям, это очень хорошо, потому что я верю, что сегодня брещанки наши забьют как минимум 1, а то и 2 гола. Кому-то, кто-то должен иметь право, то есть вот две минские команды сегодня «Динамо» и «Минск», которые имеют сумасшедшее финансирование, еще раз сказал. То есть эти первое, второе место уже занято и надолго занято, пока у них будут эти деньги. Бобруйск, естественно, меньше Минска во много раз, и финансовые возможности у него меньше. Слава Богу, что хотя бы находятся такие средства, чтобы команда могла играть. Да, ребят, короче, женский футбол, это вообще круто. То есть, тут и ходил, целый день грустил, типа, блин, погода вообще петух, и дождь пошел потом. Но сейчас стабилизировалась погода, на улице частично солнышко. Брестская дружина заряжена на победу сегодня 100%. Ну, как минимум нужен гол. Какой счет будет, неизвестно. Да, и, конечно же, скажем о составе бобруйчанок. Колоритненький состав, абсолютно разный. У нас, еще раз говорю, что возможности Минска и Бобруйска, они разные. И поэтому, когда в Минске повернули женскому футболу лицом, руководители, спортивные организации, пошло финансирование. А возможности для финансирования там море возможностей. У нас как, все деньги стекаются куда? В столицу, там все банки, там, все, у нас же только бобруйские филиалы, правильно? Да, заметили, у меня улыбка так и не сходит, потому что, блин, я не знаю, я на футболе женском за всю жизнь 2 раз, и эти 2 раза был именно на Брестском, игр на выездных обоих, это 2-я по счету, атака Бреста, но защитники бобручанки спасают от исторического гола этого сезона. Поэтому тут к этому надо относиться как к должному. Но мы продолжаем работать, продолжаем воспитывать молодежь, продолжаем оказывать сопротивление. Без боя мы никому не сдаемся. Это самое главное. Я вижу, что девчонки у нас слабые, просто они очень молодые, у них все, конечно же, впереди. Но гол от них я жду сегодня, это точно. Бунаком написала, что мы в первом туре сдавали игру. Так да, я хочу к тому корреспонденту плюнуть в лицо. Потому что он написал такой бред, который просто, можно
сумасшедшем сне каком-то бредовом приснится, так что он написал. Ожидание с улыбкой, а реальность увидим после 90 минут. Он главную причину он объяснил, что мы последние 12 минут играли в десятером. У меня сидят скамейки запасные, и я не делаю замену. Так он хотя бы позвонил, спросил, почему я не сделал замену. А потому что судья мне не разрешил делать замену. Дамы, футбол. Жалко, что он, конечно, очень мало афишируется. И до последнего момента искал информацию, более или менее продуктивную. Мы играли, эта судья приехала и извинялась передо мной. Она что-то там у нее перепутала с какими-то правилами, и у нас 5 замен разрешено. Я 3 сделал, делаю 4, она мне говорит, вам нельзя, вы 3 остановки уже сделали. Ну, то есть это не по моей вине. Человеческий фактор со стороны судейства. Да, вот это она. Они определили, что это я специально, потому что давал игру. Мы на последних 10 забили гол, 4-3, полезли на штурм. Почему вратарь побежала? Так вратарь у меня, она не прыгает и головой не говорит, что ей там делать? А еще оставалось играть, мы пропустили по еще год. Так это как раз уже в конце мы могли еще пропустить. Так зачем мне это самое? Ну, то есть полная бессмыслица. Просто бессмыслица фактов, которые они приводят. Благодаря Николаю Федоровичу нашел некоторые моменты из жизни города, жизни футбола женского. В данной ситуации корреспондент, который хотел что-то высосать из пальца, как что-то жареное, да, но мы, почему Бобручанка? Бобручанка в начале сезона вообще была слабая. Мы вышли прямо из зала на чемпионат. То есть мы на поле даже не тренировались, потому что тут тренировалась Пилшина играла, тут детские школы, тут приезжали россияне, то есть места не было, мы в зале тренировались. До самого последнего начала чемпионата. У нас состав формировался, не был. То есть, ну как команда, которая тренирует на поле, ясное дело, сейчас мы начали набирать. Мы вот по этим У-19 проиграли в первом круге, причем 1 мяч, сейчас мы у них выиграли. А они Гродно потом обыграли. Сейчас вот они зорко играют, на 87-й минуте был счет 1-1. То есть Сильвер У-19. А кто-то вдруг возомнил, что Бобручанка, или вспомнили, что мы 12-кратные, так это же была другая команда, не та, которая сегодня, правильно? Да, вот. То есть надо смотреть реально на вещи, а не То, так, что сейчас происходит, данное. Да. Да, и надо знать какие-то проблемы, которые есть у коллектива, у команды, допустим. Не, все ж, а так не знаючи, не вникая, ничего это самое, просто голословно что-то в чем-то кого-то обвиняют. Надеюсь, это видео вам понравится, потому что оно такое, знаете, загадочное, с улыбкой. И, конечно же, с красотой. С красотой на футбольном поле, там, где бегают 22 милые девушки. Есть молодежь, вот у нас мы играли когда с Динамо, я специально выпустил на поле, это было 4 молодых игрока до 19 лет. А, я смотрел состав. Да, там молодые девчонки, я специально их выпускал, чтобы они отбились, вот они сидят, вот их 4 человека. Да, атака Бобручанок. Блин. Очередная атака Бобручанок завершается голом. Где-то мы сами что-то зарабатываем, хотя в этом году, конечно, заработать у нас транспортные услуги и розничная торговля. В этом году по понятным причинам мы практически Да, ничего не заработали. Да. Город помогает. В основном сейчас это самое финансирование, это города, городское финансирование. А так со стороны есть частные какие-то инвесторы вообще в клубе? В том году были, в этом году отказались. В этом году отказались подписывать договор. Это было ожидаемо, но все впереди, ребят. Ждем гол. Ждем гол от брестской дружины, от наших девчонок брестских. Вся атака шла в основном через твой фланг. То есть все, возможно, надеялись на тебя? Ну да, а почему? Я бегу. Техника дружу. Всех не дружишь, да? Просто поспешила, конечно, наша девчонка под 11 номером. Честно, ребят, и весь состав, к сожалению, на сегодняшний момент я не знаю, но с некоторыми знаком лично, девчонками, вот, и буквально перед выездной игрой с ними пообщались, как продуктивно девчонки поняли свои ошибки, которые были у них на полях в Гродно и в Минске, и думаю, на сегодняшний момент у них подготовлена очень продуктивная и интересная атака, которая приведет к историческому голу, скажем так, ну, гол, который
они в этом сезоне все же наиграли и заслужили. И сегодня был такой небольшой нонсенс, да, в плане вратаря. Вратарь был не основной, замена была. Я сразу это не понял, конечно, но в любом случае, кто это за герой такой, который не дал большому счету развиться? Это Алина Куцик, она вот дебютировала в этом матче, она уходила в прошлом сезоне, вот она вернулась. И вот, нам некому было стать, потому что у нашей Эли голеностоп, там какие-то проблемы, не может восстановиться. И все, она сказала, я могу стоять. Вот. Звезда сегодняшнего матча тоже. Да, я помню. В любом случае, в сегодняшнем матче, конечно, у меня есть привязанность небольшая к одной из команд, так как она из родного города. Да еще и женская, это, не знаю, весело и в то же время приятно, то что реально и в Бресте процветает и женский футбол, что наши девчонки не лазят по ночным клубам разных и занимаются очень продуктивным футболом, отдавая себя всю так же себя, как и ребята, скажем так, наши в академиях, в футбольном клубе «Динамо Брест». В любом случае, тебя в Бресте, да, к сожалению, женский футбол сам мало очень знает, да, развитие футбола вообще женского. Но в любом случае, после сегодняшнего матча ты для Бреста и для своих, как минимум, родителей стала гордостью. Как ты вообще пришла в футбол? Да. С парнями играла в своем городе. И все, потом тренер решил меня продвигать. Все. Играю также за сборную. Поле, конечно же, как видите сами, оно искусственное. Здесь не очень хорошо играть. Как ты попала в Брест? Да, говорю, тренер помог. Там в сентябре 2018 года был просмотр, и все, меня выпустили, забил пару голов. Играю. Да. Ладно, спасибо большое. Надеюсь, Брест сегодня удивит не только меня, но и удивит, конечно же, всю публику белорусского футбола. Вот. Все же 11 номер — это Виктория. Да, Виктория, победа. Вот именно она, наверное, сегодня принесет нам победный гол. Убивается все же своего, скорее всего. И сегодня, скорее всего, забьется тот самый единственный и неповторимый первый мяч в сезоне. Голкипер у бобручанок. Но это не та самая легенда бобруйского футбола. Конечно, легионеры имеют вес и помогают очень хорошо. Как говорится, несмотря на все трудности, все проблемы на сегодняшний день в клубе, да, конечно, голкипер у бобручанок вообще чумовой. Весельчак, паскальщик, ее бы в тренеры, наверное, и туда, где-нибудь в мужскую команду. Тогда точно Бершина бы осталась в высшей лиге. Конечно, не будет против. Я же Вася. Куда мне? Куда им, да, против? Затишье, знаете, так. Как и при коронавирусе. Людей нет фактически. И ни песен, ни кричалок. Затишье и красота. Затишье на трибунах, красота на поле. Фу, да, блин. Три малолетних педата. Ну, видите, да, ребят, все эмоции бобруйского футбола. Тут и смех, и грех на табло 3-0, но я жду все же гол Бреста. Жду гол Бреста, исторический гол в этом сезоне. Победу. За счет того, что даже, может быть, и не победу, но все же хотя бы гол. Вася, ты мне должен сок. Я уверен, что либо в этой игре, либо в следующей Брест забьет, и ты мне проиграешь литр сока. Ну, еще есть впереди 15 минут
возможно, чудо случится, и все же гол забьют. Очень интересный, веселый, продуктивный футбол. Да. Мы уже радует то, что это не крупное поражение. Хотя Бобручанка очень титулованная команда. Да, не та легендарная Бобручанка с 90-х, начала 2000-х. Но все же футбол в Бобруйске не умер. И благодаря Николаю Федоровичу, который до сих пор у руля команды. Также он занимает должность директора клуба. И очень интересно, кстати, веселого человека. Съемка. Может так быть. Вы типа Это выглядит. новый чеснок или новый красава? Старый Вася. Понял. Итак, ребят, случится ли чудо? Забьет ли Брест свой первый единственный гол? Свой первый гол в этом сезоне. Остается 1 минута до финального свистка. Полминуты даже. Основного времени. Атака Бреста. Ребят, это гол! Это гол! Вы видели? Это гол. Это просто первый исторический гол в этом сезоне. И он в Бобруйске. Мой фарт сработал, ребят. Это... Итак, Вик, расскажи свои эмоции после забитого мяча. И, я так понимаю, ты уже стал героем не только сегодняшнего матча, но и всего сезона. Ну да. Ну, в первом тайме мы уже должны были решить вопрос, но, как видите, в конце мы забили. Мы должны еще раньше были забить несколько голов. Как я говорил, 30 секунд. Случится ли чудо? Да, оно случилось. Да. На этот гол мы реально заработали с командой, потому что были очень много проходов. Но у меня еще в первом тайме был скользкий, реально никак не контролировали. Ну, заработали с командой. Это наш гол первый. Ждем финальный свисток, ребят. На табло 5-1. Вот и свисток. Вот и заветный гол. Первый гол в этом сезоне. И, дружина, он случился в Бобруйске.